С 1 января 2026 года матери-героини вместе с пенсией станут получать ежемесячное пособие в размере 36,5 тысяч рублей. Напомню, что таким званием награждаются россиянки, которые родили и воспитали 10 и более детей. Первую дополнительную выплату за текущий год женщины смогут получить уже в первом полугодии 2026 года. При этом средства будут ежегодно индексироваться. Кроме того, матери-героини смогут претендовать на льготы по приоритетному оказанию медицинских услуг. Их освободят также от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, женщины с подобным званием смогут бесплатно получить в собственность земельный участок и строительные материалы. В числе других социальных гарантий указаны расширенные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переквалификации. В то же время многодетная мать сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тысяч рублей. Оформить ее можно будет на портале госуслуг. 11-12 октября на киберарене колледжа информационных и креативных технологий IT-хаб в Магасе состоится республиканский чемпионат по спортивному программированию «Исходный код 100». Он приурочен к столетию ингушской государственности. Принять участие в чемпионате может любой желающий житель республики в возрасте от 14 до 18 лет. Прием заявок продлится до 1 октября. У 33 сильнейших команд будет возможность побороться за денежный приз. В России планируют увеличить количество мест в детских школах искусств по программам доп. Образования. Эта и другая мера входят в план мероприятий по реализации второго этапа концепции развития доп. Образования детей до 2030 года. Планируется также обеспечивать ежегодно не менее 30% детей в каждом регионе социальными сертификатами. По ним ребенок может посещать секции и кружки бесплатно. Помимо этого, в образовательных организациях продолжат создавать условия для вовлечения детей с инвалидностью в интеллектуальные и творческие конкурсы. Продолжится обновление материально-технической базы учреждений доп. Образования. К учебному процессу будут активно привлекать молодых специалистов. Доля безналичных платежей в России достигла 86,7%, при этом картами пользуются все реже, сообщили в Центробанке. Там отметили, что в стране продолжается развитие платежной инфраструктуры. Обеспеченность россиян банкоматами и посттерминалами за прошлый год выросла на 8%, более чем до 5 миллионов устройств, что превышает средний показатель в странах G20. Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на 6% и почти за 2 года на 10%. В ЦБ добавили, что альтернативные платежные инструменты становятся все популярнее. 540 тысяч абитуриентов уже подали почти 4 миллиона заявлений в рамках конкурсных групп. Из них более 3 миллионов через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди наиболее популярных направлений – информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки, а также клиническая медицина. Чернышенко отметил, что от выбора поступающих и качества их подготовки зависит достижение технологического лидерства, национальные цели, поставленные президентом. Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы. За приобретение карты для передачи ее третьему лицу до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, сообщили в МВД России. Министерство предупреждает, что 5 июля вступает в силу федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за так называемое дроперство. Это соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.